Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о самых главных событиях сегодняшнего выпуска. 37 лет назад, 15 и 16 июля 1989 года в Сухуми и других районах Абхазии произошли первые грузино-абхазские вооруженные столкновения. 18 учащихся 5-6 классов республики участвовали в летней программе гимназии Примакова в Московской области. Первый абхазский сервис онлайн-бронирования жилья, экскурсий и трансфера запустили в Абхазии в городе Гудаута. 37 лет назад, 15 и 16 июля 1989 года в Сухуми и других районах Абхазии произошли первые грузино-абхазские вооруженные столкновения, ставшие следствием антиабхазской кампании, развернутой грузинскими лидерами. В результате кровопролития погибли 17 человек, сотни получили ранения. Позже многие участники этих событий были подвергнуты уголовному преследованию и необоснованно осуждены советскими судами за участие в национально-освободительном движении абхазского народа. В истории нашего государства немало дат, повлиявших на судьбу абхазского народа, на его самоопределение, обретение им государственной независимости. 15-16 июля 1989 года в городе Сухум и других районах Абхазии впервые произошли грузино-абхазские столкновения. Этому предшествовал ряд событий, апогеем которого стало распоряжение о создании в АГУ филиала Тбилисского госуниверситета, принятое Верховным Советом Грузии 14 мая 1989 года. Ранее, с 6 по 14 мая, чтобы добиться этого, перед зданием нынешнего Государственного русского театра драмы студенты грузинского сектора АГУ устроили сидячую забастовку. В Сухуми ежедневно собиралось до 5000 человек грузинского населения, которые поддерживали бастующих. Приезжали также их единомышленники из Тбилиси. По всей стране проходили многочисленные митинги грузин, на которых не скрывались антиабхазские настроения. Абхазы понимали, с какой целью проводились все эти акции. 15 мая представители абхазского народа собрались на площади Ленина. Туда вынуждено было прийти и тогдашнее руководство Абхазии. На этом митинге руководство республики заявило, что открытие филиала Тбилисского госуниверситета в АГУ носит временный характер. Однако ситуация обострилась в середине июня 1989 года после того, как стало известно о начале приема документов на поступление в Сухумский филиал Тбилисского государственного университета. Соответственно, это привело к адекватным действиям со стороны абхазов. 22 июня в Госфилармонии началась сидячая забастовка, участники которой требовали прибытия из Москвы комиссии Верховного Совета СССР. Комиссия прибыла 3 июля, и акция прекратилась. Постараемся объективно разобраться и доложить Верховному Совету. Видимо, будем слушать, по крайней мере, я как председатель комиссии буду настаивать, чтобы на комиссии по национальной политике, межнациональным отношениям в Верховном Совете заслушали мы и руководство Республики Грузии и Абхазии по этим наболевшим вопросам. Я думаю, что на этом работа не остановится. Депутатская комиссия после изучения документов, многочисленных встреч и бесед уехала 10 июля. Подготовленное ею заключение о нецелесообразности разделения АГУ по национальному признаку было опубликовано в республиканских газетах на абхазском и русском языках «Абсных общесоветская Абхазия». Республиканская газета на грузинском языке «Сабчота Абхазети» решила напечатать его текст, но с комментарием руководства ТГУ, где говорилось, что заключение комиссии не имеет юридической силы и прием документов от абитуриентов продолжается. В воскресенье 16 июля в помещении Сухумской первой грузинской средней школы, несмотря ни на что, планировалось начать приемные экзамены в филиал ТГУ. Обстановка накалялась уже не с каждым днем, а с каждым часом. То тут, то там, в центре города вспыхивали локальные потасовки с применением всего, что попадало под руку. Абхазы численностью около 5000 человек постепенно собирались на площади Ленина. Среди них было много женщин. Примерно в 21 час 30 минут на них со стороны улицы Чавчавадзе последовало нападение до 1000 оголенных по пояс, чтобы не перепутать своих с чужими грузин. Впереди ехало 2 КАМАЗа с молодыми людьми, которые скандировали
оккупировали Саакартвело. Начало появляться огнестрельное оружие. Всю ночь по городу слышалась стрельба. Столкновений не удалось избежать. Были и жертвы. 17 человек погибли, 448 получили ранения. К нам 50 человек. Из них мы госпитализировали 19. 10 человек были у нас пострадавшие с дробовым ранением в области в основном головы, верхней половины туловища. 9 с ушибленными ранами. Всем им была оказана помощь, адекватная медицинская помощь. Отказов ни одного не было. И, в общем-то, все обошлось у нас по медицинской части, все благополучно. Жертв могло быть гораздо больше. Крайне напряженная ситуация сложилась в ту ночь в Очамчире. Тысячи жителей Западной Грузии и Галского района Абхазии, а к утру их было до 30 тысяч, попытались прорваться на помощь своим в Сухум. Но заблаговременно оповещенное руководство РОВД перекрыло заслоном из десятков автомобилей мост через реку Алзга и организовало оборону. Около часу-двух дня 16 июля к мосту из Сухумского аэропорта прибыла группа десантников под командованием генерал-полковника Шаталина, после чего пытавшиеся прорваться отступили. Введение в Абхазии особого режима поведения граждан, меры, предпринятые командованием внутренних войск СССР, позволили потушить на тот момент пожар конфликта. События 15-16 июля 1989 года дали импульс для консолидации народов Северного Кавказа и Абхазии. Активизировалась работа по объединению прогрессивных сил. 25-26 августа 1989 года в Сухуми состоялся первый съезд Ассамблеи горских народов Кавказа. Громче стал звучать голос Народного форума Абхазии Айтгылара. Ирина Аршба, Абхазское телевидение. В кабинете министров состоялось заседание комиссии по реализации государственной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия» на 2026-2028 годы. Открывая встречу, председатель комиссии, вице-премьер Джансух Нанба подчеркнул, что работа ведется в рамках исполнения указа президента и призвал ускорить рассмотрение заявок от предпринимателей Абхазии. Комиссия рассмотрела бизнес-инициативы, по которым ранее были запрошены недостающие документы и разъяснения. Министерство экономики подготовило перечень проектов, полностью соответствующих критериям утвержденной программы. Участники заседания обсудили и утвердили сроки приема заявок по второй программе. Она предполагает субсидирование процентной ставки по кредитам, которые абхазские банки выдают местным предпринимателям. Сегодня в повестке нашей встречи несколько вопросов. Главный вопрос: мы сегодня рассматриваем те проекты, которые были дополнены в части недостающих документов, информации, которая вызвала у нас определенные вопросы и сомнения. Ответственный орган Министерства экономики подготовили те проекты, которые подходят под утвержденную программу, и мы сегодня их будем рассматривать. Значит, вторым вопросом мы обсудим и, соответственно, должны принять в установленном порядке сроки приема заявок по второй подпрограмме. Это субсидирование процентной ставки по кредитам, выдаваемым абхазскими банками нашим предпринимателям. Ну и третьим вопросом, прочее, мы будем обсуждать различные вопросы, возникающие в процессе реализации нашей государственной программы. Хотел бы обратить внимание, что очень важно, чтобы мы ускорили работу нашей комиссии. Наша комиссия должна ускорить свою работу для того, чтобы мы успели как можно больше заявок рассмотреть в этом году, как можно больше принять решений по тем предложениям, которые сделаны и представлены в Министерстве экономики. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц направил поздравления министру иностранных дел Боливарианской республики Венесуэла Феликсу Рамону Пласенсия Гонсалесу по случаю назначения на должность министра иностранных дел и внешней торговли Венесуэлы. Высоко ценю союзнические отношения, сложившиеся между нашими государствами. Убежден, что совместными усилиями мы будем и впредь развивать полноформатное сотрудничество и стратегическое взаимодействие
действия, наполнять его новым содержанием. Это, несомненно, послужит благополучию наших дружественных народов, отмечается в частности в поздравительном адресе Олега Барцец. Второй этап государственной программы по установке приборов учета электроэнергии активно набирает обороты. В ряде сел работы по модернизации системы учета уже успешно завершены, обеспечивая жителей современными и точными счетчиками. Однако во многих других населенных пунктах монтаж оборудования еще продолжается. Как идут работы и какие трудности возникают в процессе, узнавала Милана Агарба. На сегодняшний день в Абхазии идет второй этап государственной программы по установке приборов учета электроэнергии. Этот масштабный проект охватывает разные районы республики. В настоящее время работы развернуты в селах Гудаутского и Гурыбского районов, где бригады энергетиков поэтапно осуществляют установку новых приборов. В селах Адзюбжа, Тамыш, Ктоудж, Гярда, Гуада и Чиол работы уже завершены. Сейчас работы активно ведутся в селах Багмаран, Лохны, Дурипш, Куанархуа. В ближайших планах старт работ в Сухумском районе, который запланирован уже на следующей неделе. Работы, конечно же, мы проводим поэтапно, да, то есть где сегодня, на сегодняшний день у нас наши трансформаторные подстанции и сети 0,4 киловатт были уже приведены как бы в порядок, мы сейчас работаем именно в этом направлении. Помимо этого, значит, у наших коллег в РЭСах проводятся плановые работы по реконструкции, значит, сетей 0,4 киловольт. Вот, поэтому как только мы получаем информацию, что там в определенном районе какие-то там трансформаторные подстанции были отреставрированы, мы, соответственно, следом приезжаем и начинаем устанавливать приборы учета. К текущему моменту установлено порядка 3400 приборов учета в деревнях. Важным нововведением для потребителей является предоставление пультов от новых приборов учета, которые позволяют контролировать собственное потребление, отслеживать напряжение и нагрузки. Таким образом, у людей появляется возможность мониторить свою электроэнергию дома. Современные приборы учета также помогают выявить майнинг-аппараты, отметил Даур Пипья. Установка приборов учета это очень сильно этому помогает, в том смысле, что люди уже понимают, что мы это обнаружим, что будет какое-то ненормальное потребление, которое мы будем отслеживать, в результате чего мы к этому абоненту придем и будем задавать вопросы и проверять, обследовать, почему у него такое потребление. И плюс, естественно, это все отразится в квитанции, что счет придет большой, поэтому они сами начинают это все демонтировать, убирать, отключать. В случае возникновения ситуации, когда абонент не успел своевременно оплатить и произошло отключение света, предусмотрена возможность оплаты через специальное приложение «Черноморэнерго». Только за прошлый месяц через приложение поступило 8 миллионов рублей. Население, которое, значит, не знает, как с этим работать, они все как бы могут позвонить контролеру. Они все друг друга номера имеют, контролеры всегда обходят, они всегда приходят в дома. Особенно, вот чем в городе, в селах, наоборот, более как бы сплоченно, потому что, как правило, контролеры, те же самые жители в данных селах, которые, значит, там проживают, они все друг друга знают, они созваниваются, мы потом оперативно получаем информацию о том, что абонент оплатил. В течение этого года по всей республике будут установлены 60 тысяч приборов учета. Милана Агарба, Инаула Сурия, Абхазское телевидение. Школе номер 2 имени Киршала Чичхаля в селе Покващ подарили автобус. Новый транспорт значительно облегчит доставку детей в школу, обеспечив безопасность и комфорт в пути. В торжественной церемонии передачи автобуса приняли участие министр просвещения Хана Гунба, ее заместитель Хибла Шамба, глава администрации Чемчирского района Алхас Каци. Хана Гунба отметила особую значимость поддержки сельских школ и создания комфортных условий для образования подрастающего поколения. Глава администрации района Алхас Каци, школьники и их родители поблагодарили президента Бадру Гунба, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и Министерство просвещения за оказанную помощь и внимание к нуждам сельской школы. Кроме того, как сообщил Каци, в ближайшее время в этой школе начнется ремонт спортзала, а уже в конце июля в школе начнут ремонт столовой. Вся необходимая документация полностью готова.
Возможность узнать новое, прокачать лидерские качества, найти новых друзей и получить яркие впечатления. Все это о летней программе гимназии имени Евгения Примакова в Московской области. Именно такую возможность получили 18 учащихся 5-6 классов республики, которые уже вернулись домой. Со школьниками встретились министр просвещения Хана Гунба и советник президента Аляс Гвазава. Ирина Бакатели расскажет детали. Абхазские школьники достойно представили республику на летнем математическом интенсиве в гимназии имени Примакова Московской области. 2 недели ученики 5 и 6 классов провели вдали от дома. Программа была насыщенной: математика, физика, химия, робототехника, спорт, актерское мастерство и многое другое. Это новое направление по поддержке талантливой молодежи открылось по поручению президента Бадры Гунба и при содействии Министерства просвещения. От лица Министерства просвещения Республики Абхазия я хотела бы выразить искренние слова благодарности руководству Мособласти, а также руководителю гимназии Майе Утаревне за предоставленную возможность участия наших детей. Безусловно, тот результат, который показали наши дети, это результат работы наших педагогов. В этой части я искренне хочу еще раз поблагодарить наших преподавателей, учителей общеобразовательных учреждений за их ежедневный труд, за их служение нашей стране. Мы надеемся, что данная практика и опыт продолжится, чтобы мы смогли качественно улучшать человеческий потенциал нашей республики. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить правительство Московской области и руководство Примаковской гимназии за предоставленную возможность. Примаковская гимназия со своей стороны обеспечила образовательный процесс. Мы, наша семья, помогли в транспортировке детишек в Россию и обратно. Итоги поездки подвели в Сухуми. Встреча с министром просвещения Ханой Гунба и советником президента Алясом Гвазава прошла в формате теплой дружеской беседы. Дети наперебой делились впечатлениями, общались на равных, серьезно и по-взрослому, ведь за плечами ребят стояла важная миссия. На 3D-моделировании мы на компьютере делали формы вазы или браслета какого-то. Вот браслет я подарил маме, вазу тоже маме подарил. Потом на математических играх мне понравилось там. Они были в основном легкие и интересные. Мне было очень приятно находиться среди людей, которые стремились к знаниям. Для меня это создавало особую атмосферу, в которой было очень приятно находиться. Я хочу поблагодарить наших организаторов за эту поездку и за то, что нам подарили такой опыт. В автобусе мы все быстро сдружились. И в гимназии Примакова мне было очень интересно. Ведь, несмотря на то, что нас всех распределили по разным отрядам, и то, что мы не были все вместе, это не мешало нам пересекаться и общаться вне наших вожатых. Хана Гунба отметила, что гордится ребятами. Из Подмосковья уже пришли замечательные отзывы об их знаниях и безупречном поведении. Родители школьников, которые, конечно, сильно волновались, выразили искреннюю благодарность организаторам поездки. Огромная ответственность за детей за пределами Родины легла на плечи заместителя руководителя отдела образования Тхуарчальского района Ахры Харчилава. В первые дни ребята скучали по дому, но после серьезного разговора о том, что они лицо своей страны, каждый проявил стойкость и собранность. Тоже были переживания, но благодаря детям, благодаря тому, насколько они воспитаны и насколько они ответственно подходили сами к делу, с которым мы были вместе сопричастны, благодаря всем этим факторам, наверное, все получилось. Здесь есть ребята, которые участвовали в Олимпиаде школьной, потом после чего участвовали в городском туре. И исходя из этого результата уже были сделаны выводы о том, кто может представить республику в лагере. Интенсив требовал полной самоотдачи. Первые 5 дней шли лекции, завершившиеся зачетами. 9 наших ребят успешно сдали все зачеты и требования по установленной учебной программе. А ученик Пицунской школы Кристиан Хамутов сдал абсолютно все предметы на отлично и вдобавок занял призовые места в 4 спортивных дисциплинах. Время находилось и для веселья. Ребятам особенно запомнился День Нептуна и бодрящее утреннее
зарядка под учебную пожарную тревогу. Наши дети доказали, что они умеют и дружить, и побеждать, а значит, будущее Абхазии в надежных руках. Ирина Богателя, Дэвид Марки, Абхазское телевидение. Первый абхазский сервис онлайн-бронирования жилья, экскурсии и трансфера запустили в Абхазии. Новая местная платформа Green Rai располагается в городе Гудаута. Автор проекта – победитель конкурса «Гостеприимная Абхазия» Астанда Чирикба. Лаура Капш расскажет подробнее. В Абхазии развивается цифровая инфраструктура туризма, открывая новые горизонты для путешественников и местных жителей. Современные технологии делают отдых более удобным и увлекательным, позволяя наслаждаться красотами нашей удивительной страны с помощью онлайн-сервисов, виртуальных экскурсий и мобильных приложений. Благодаря цифровизации туристы могут заранее планировать маршруты, бронировать отели и билеты, а также получать актуальную информацию о достопримечательностях и мероприятиях. Это создает комфортные условия для всех, кто стремится открыть для себя Абхазию и почувствовать ее уникальную атмосферу. На днях в республике начала функционировать новая местная платформа для онлайн-бронирования под названием Green Rai. Этот шаг демонстрирует стремление к модернизации индустрии гостеприимства и созданию более прозрачных и удобных условий для взаимодействия между туристическими компаниями и путешественниками. Офис расположен в городе Гудаута по адресу Адыгская, 56. Турист может обратиться лично, когда нужна помощь. Это обеспечивает более тесный контакт с клиентами и возможность оперативно решать возникающие проблемы. Служба поддержки у нас работает 24/7. Все моменты, которые могут возникнуть, будут решаться. Одно из главных приоритетных моментов было для нас – это обеспечить постоянное сопровождение туристов с момента запуска, то есть с момента регистрации на платформе до момента предоставления самой услуги. Все объекты, которые добавляются на платформу, обязательно проходят проверку. То есть наши менеджеры выезжают на объект до размещения его на платформе, обеспечивают соответствие всей заявленной информации с тем, что мы представляем на платформе. То есть одним из главных приоритетов для нас является надежность нашей платформы. На сайте Green Rai теперь доступна возможность бронировать и оплачивать экскурсии и трансфер. Сервис предлагает широкий выбор популярных туристических маршрутов. Все экскурсионные и транспортные услуги предоставляются компанией Репруа Плюс, которая является опытным участником туристического рынка Абхазии. Раздел «Жилье» активно наполняется предложениями. С сегодняшнего дня владельцы недвижимости могут зарегистрироваться на платформе и получать первые заявки на бронирование. Отдел размещения на данный момент активно начинает формировать базу предложений. С сегодняшнего дня можно регистрировать объекты размещения на платформе и начать принимать бронирование. Само создание компании Green Rai преследовало амбициозную цель – внести свой вклад в будущее нашей Абхазии, в развитие туристической отрасли нашей страны. Мы хотим сделать отдых в Абхазии более комфортным, а возможности для абхазского бизнеса более широкими. Проект Green Rai выделяется своей актуальностью благодаря победе в конкурсе «Гостеприимная Абхазия». Организатором конкурса выступила команда Абхазии, а активную поддержку оказали администрация президента и Министерство туризма Абхазии. Соорганизатором конкурса выступают президентская платформа «Россия – страна возможностей», мастерская управления «Сенеж». В рамках мероприятия оценивались не только идеи, но и создавались условия для их воплощения, включая экспертное сопровождение проектов. На самом деле сам процесс реализации проекта во многом произошел благодаря участию в конкурсе «Гостеприимная Абхазия». Мы стали одним из победителей этого конкурса. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность организаторам проекта. ОНО «Команда Абхазии», администрация президента, Министерство туризма Республики Абхазии, платформа «Россия – страна возможностей» и мастерская управления «Сенеж». Ваша поддержка и экспертное сопровождение стало для нас неоценимым вкладом в развитие и запуск. Тот факт, что туристическая отрасль и развитие экономики сегодня находится в фокусе внимания правительства Республики Абхазия, не может не радовать.
этот процесс уже вносит свой вклад в развитие республики. Уже видны определенные ощутимые плоды, и этот процесс определяет будущие перспективы для развития нашего народа. Внедрение таких цифровых инструментов является частью более масштабной инициативы по созданию современной туристической инфраструктуры в Абхазии. Платформа Green Rai может значительно укрепить позиции нашей страны на туристическом рынке, улучшив процесс планирования путешествий, увеличив доступность местных услуг и открыв новые перспективы для малого и среднего бизнеса. Лаура Капш, Адам Эрдженя, Абхазское телевидение. В Абхазии временно изменились тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда на маршрутном такси 50 рублей, на внутригородском автобусе 20 рублей. Согласно постановлению Кабмина, новые расценки будут действовать до 1 октября текущего года. Данное решение обусловлено текущей ситуацией на рынке горюче-смазочных материалов и ростом сопутствующих затрат, напрямую влияющих на себестоимость пассажирских перевозок. В период действия постановления ведомство продолжит детальный мониторинг цен на ГСМ и другие расходы перевозчиков. По результатам этого анализа будет принято своевременное решение об отмене временных тарифов либо о продлении срока их применения. В завершении выпуска расскажем о погоде. В пятницу, 17 июля, в Абхазии преимущественно без осадков, жаркая погода. Температура воздуха ночью 16-21, днем 25-30 градусов тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч!